Их задача – выполнить приказ и остаться незамеченными. В эти дни мы чествуем военных разведчиков. Профессионализм, личная смелость, уникальные возможности при проведении спецоперации – все это будни незаменимых людей. О ярких примерах мужества и настоящих подвигах патриотов своей родины – наш материал. Герои, всегда остающиеся в тени своих подвигов. Разведчики. Вот уже 100 лет они успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России. За все эти годы более 700 сотрудников военной разведки удостоены звания Героя Советского Союза и России, а многие их заслуги до сих пор под грифом «секретно». Для того, чтобы быть военным разведчиком, нужно, помимо всего прочего, помимо патриотизма и так далее, нужно быть прежде всего высокообразованным человеком. Разведчик должен быть человеком, человечным, быть добрым. Солдатами не рождаются, а разведчикам надо родиться. Разведчики всегда готовы к заброске на любой театр военных действий. Они решают широчайший круг тактических задач, а иногда определяют судьбы целых государств, как это было в 90-е. Тогда Европу сотрясали межнациональные конфликты, которые могли привести к геополитической катастрофе. Горячей точкой стала Югославия. ВВС США в обход решения ООН наносили удары по этому государству. Если бы когда-нибудь слышали, что со слезами на глазах говорил лично мне Радко Младич, командующий вооруженными силами Сербской республики на территории Боснии и Герцеговины, если бы им показать, что они натворили на нашей земле, они действительно творили там безобразие в течение всех 90-х годов. Но это было начало, и хотели показать, тоже будет и с вами. Россия до последнего пыталась политическим способом противостоять НАТО, но это было неэффективно, и наша страна была вынуждена ввести миротворческий контингент. Тогда аэропорт Слатина стал стратегическим объектом в противостоянии. Взять его под контроль было поручено бойцам ВДВ под командованием главы Ингушетии, а тогда офицера десантных войск Юнусбека Евкурова. У меня оказалось 38 человек. То есть мы там даже 6 человек, которые там были казаки из России, которые как дикие гуси. Там воевали против хорватов, да, вот как такие тоже были. То есть и плюс те, которые там были определенными агентами, разведчиками, там, по команде мы все пошли. Там подлетное время я там всем обозначал, там максимум 8 часов. Физически там находились, вели секреты, выставили, вели наблюдение. 4-5 часов. Главное – опередить, не допустить взятия вот этого стратегического аэропорта Слатина и закрепиться на этой посту. Совершив марш-бросок из Боснии до Косово, российские бойцы обеспечили плацдарм для прибытия российских военных. Но на подходе были не только они. На территорию Косово вступили британские части и военнослужащие французского батальона. С учетом информации, которая у нас была, она совпадала, что вот с той стороны конкретно там подойдут британцы. Туда выставили уже командование батальона выставили один взвод, кажется, выставили туда. Ну, по периметру, как положено по военной науке, по тактике, посты выставили и флаг России подняли. Там главное, чтобы было понятно для натовцев, что флаг России. Многие подробности той спецоперации до сих пор засекречены, но именно этот тактический ход позволил тогда опередить американцев и англичан, показал военную силу России. И кто знает, как сложилась бы судьба сербов, да и не только этого народа, если бы российские бойцы под командованием Юнусбека Евкурова не совершили этот марш-бросок. За этот подвиг Юнусбек Евкуров удостоен высшего звания Герой России, а уникальный марш-бросок на Приштину вошел в учебные пособия. На таких примерах мужества и компетентности в своем деле сегодня учат защитников Отечества, патриотов. А мы живем и даже не подозреваем, каких локальных конфликтов удается избежать благодаря незримому труду бойцов, обеспечивающих нашу безопасность. Новости 24.